Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Женщины региона, планирующие начать свой бизнес, могут принять участие в федеральной программе «Мама-предприниматель». На протяжении тренингов участники готовят бизнес-план своего проекта, и лучший проект получает грант в размере 100 тысяч рублей на развитие. Что такое программа «Мама-предприниматель»? «Мама-предприниматель» – это федеральная образовательная программа, предназначенная для женщин, матерей, которые хотят в скором времени открыть собственное дело или уже открыли, но возраст предпринимательского стажа не более 1 года. Это могут быть мамы с несовершеннолетними детьми, это могут быть женщины-опекуны, женщины с приемными детьми. То есть главное, чтобы статус был, что у женщины есть несовершеннолетние дети. Это программа, которая предназначена именно для женщин, у которых есть дети. И еще раз говорю, что для тех, кто хочет в скором времени открыть собственное дело. Эта программа у нас проводится ежегодно. И вот очень отрадно, что этот год, как раз в год семьи и год защиты детей, у нас эта программа проводится в августе с 19 числа. Женщины в декрете тоже попадают в эту Конечно, программу? безусловно. Хорошо, а вот скажите, если, например, приходит мама, которая думает о том, что она хочет начать свое дело в бизнесе, но у нее еще нет идей, может ли она в таком случае принять участие в проекте? Может быть, ее чему-то там научат? Очень интересный вопрос. Дело в том, что участница, прежде чем попадет на программу, она должна подать заявку на федеральном сайте mamapredprenimатель.рф, в котором есть как раз строчка, чтобы они прописали свою бизнес-идею. То есть бизнес-идея должна быть в любом случае. А вот довести ее до ума, сформировать из этой бизнес-идеи бизнес-проект уже можно на самой программе в течение 5 дней, защитив которую лучший бизнес-проект получает грант в размере 100 тысяч рублей. Получается, сама программа идет 5 дней, и в эти 5 дней проходит обучение? Конечно, да. Как проходит обучение? Семинары, круглые столы, лекции? Обучение проводится в очном формате. Это нужно прежде всего знать, чтобы женщина оторвалась от своей семьи, от своих дел. Обучение проходит в городе Якутске с утра с 10 утра до вечера, то есть в рамках рабочего времени. Кроме того, что участницы будут учиться прописывать маркетинговую стратегию, учиться рассчитывать себестоимость, калькуляцию, различные подсчеты доходов и расходов. Кроме этого, наших участниц ждет и культурная программа, и развлекательно-познавательная программа. Это бизнес-визиты к успешным предпринимателям, что очень важно, чтобы понять, каким образом вести бизнес. Это встречи с интересными спикерами, это полезные мероприятия не только для ума, но и для здоровья. Ну и плюс ко всему, они же там налаживают связи, если что, друг друга поддержат. Конечно, это может быть самый главный бонус, если даже участница не сможет выиграть грант. Знакомство, вот это вот сотрудничество, обмен идеями, знаниями, ну просто вот такое вот маленькое семейное женское сообщество всегда приводит к успехам. Это мы же как женщины знаем это. Ну вот сейчас о заявках можно уже говорить, сколько проектов поступило к вам на участие в программе? Дело в том, что участницы подают заявку на федеральный сайт mamapredprenimатель.рф, и федеральные организаторы нам, региональным операторам, время от времени выгружают наши заявки, которые поступили. Поэтому вот на сегодняшнюю дату мы пока еще сказать не можем, сколько заявок поступило, но надеюсь, что наши жительницы, наши прекрасные участницы, мамы подают и подадут заявки. И скажу, что это они могут сделать до 12 августа включительно. То есть времени еще на самом деле очень много. А если мы берем статистику прошлых лет, какие направления в бизнесе были самыми популярными? И вот как тогда разворачивались события? Если говорить о прошлом годе, то
круг бизнес-идей, с которыми пришли участницы на этот проект, был очень широк. Это были открытия различных студий. Отрадно видеть, что мамы хотят развить и развивают бизнес в сфере развития детского творчества, детских качеств каких-либо, это открытие детских центров и творческого характера, и развивающего, и дополнительного образования. Это были бизнесы, которые направлены на развитие туристической отрасли нашей республики, берутся за такое капиталоемкое направление. Это были проекты в области, когда женщина монетизирует свое творчество, то тоже было такое направление. Ну и пекарни, кондитерские, это всегда актуально и на местах, в регионах востребовано. Это тоже было. А в прошлом году выиграл проект «Мама-логопед», участница Анжела Матананова. Она уже открыла свой логопедический кабинет у нас в городе Якутске. И также в прошлом году приняла в федеральном этапе. Она попробовала свои силы в гранте 1 миллион на федеральном этапе уже зимой прошлого года. Ну, это прям такие очень позитивные веяния, что да. наконец-то отошли от кондитерских, которые тоже, в общем-то, бизнес неплохой, конечно, но все равно хотелось какого-то разнообразия. А вот бывают, когда приходят женщины-предприниматели к вам участвовать на программу, у которых был когда-то бизнес, но вот по какой-то причине он не пошел. Ну, бывает же такое, что, может быть, ресурсы или еще что-то вложили не туда, куда надо. Возможно, бывает так, что женщины имели опыт в какой-то сфере предпринимательской деятельности, может быть, в семейном виде, либо у мужа, либо у родных, а потом вот после какого-то перерыва пробуют себя заново. Конечно, почему бы и нет. Программа федерального характера, а как оцениваются работы? Отправляете в Москву или на местах? На местах. Я думаю, что именно наши эксперты, это успешные предприниматели, представители инфраструктуры развития предпринимательства, как никогда и как никто могут правильно оценить нужные для нашего региона актуальные бизнес-проекты участниц. Поэтому экспертные комиссии формируются только из числа наших предпринимателей или представителей инфраструктуры бизнеса. Тогда давайте поговорим, наверное, о лекторах или о наставниках, которые там будут. Ну, раскройте нам немножечко карты. Наших участниц будут обучать сертифицированные тренеры корпораций малого и среднего предпринимательства. Это специально обученные преподаватели центра «Мой бизнес», которые вот как раз недавно только прошли повышение квалификации и с новыми знаниями, с новыми инструментами, которые позволят участницам безбарьерно, с минимизацией вот этого вот риска вступить на путь предпринимательства. И плюс, кроме вот этих двух наших тренеров, спикерами будут успешные предприниматели, представители той сферы, которая поможет развить бизнес. Что говорит статистика? Потому что, ну, разговаривая со специалистами Центра «Мой бизнес», ваши коллеги признаются, что первоочередная ошибка начинающего предпринимателя – это когда они начинают регистрировать буквально все АКВЭДы. Бывают такие ситуации? Бывает. Как складывается у мам-предпринимателей судьба после окончания проекта? После того, как участницы могут понять, в каком направлении они движутся и какие смежные направления они могут при этом охватить, я думаю, с регистрацией и пониманием АКВЭДов уже вопрос стоять не будет. И совершенно верно вы подметили, что именно первые шаги бывают самыми сложными в том плане, что просто почему эта сложность возникает? Из-за нехватки информации и знаний. А когда участница получает понимание и пошаговую инструкцию, каким образом, как можно зарегистрировать бизнес, каким образом и как
выбрать режим налогообложения, каким образом вот это все происходит, каким образом взаимодействовать с банковской системой, с контрольно-кассовой техникой, с эквайрингом, с процентами и так далее, тогда уже намного проще становится вступление вот на путь предпринимательства. А мы с вами понимаем, что предпринимательство вот на сегодняшний день это широко развивающееся направление, и динамика регистрируемых количества вот предпринимателей показывает, что люди на верном пути. Какие еще проекты, направленные на развитие семейного бизнеса, реализует ваш центр? Центр «Мой бизнес» в этом году, кроме «Мамы предпринимателя», а мы еще раз повторяем, что это федеральный образовательный проект, проводит свои региональные проекты. Это такой проект, который мы уже реализовали. Это малый бизнес для большой семьи в летний период для многодетных семей, которые хотят открыть свой семейный бизнес. Осенью мы приглашаем принять участие пап-предпринимателей. Это тоже традиционно в таком же образовательном проекте, который позволит им получить грант на старте развития бизнеса. И, может быть, мы в этом году программу «Папа-предприниматель» расширим и сделаем ее немножечко по-другому. В каком формате это пока секрет, но думаю, что когда мы опять-таки будем говорить об этом в анонсах, мы приоткроем вот эту вот, скажем, завесу тайну. Да. А для школьников традиционно в декабре мы проводим Олимпиаду по предпринимательству «Поколение бизнес», который имеет не только предпринимательское направление, но и направление развития патриотизма. Пользуясь случаем, у вас есть прекрасная возможность дать какие-то напутственные слова тем женщинам, которые примут участие в проекте «Мама предпринимателя», который уже начнется в августе этого года. Участниц Республики Саха-Якутия, конечно, я хотела бы пригласить пройти регистрацию, не тянуть, а именно вот помнить, что 12 августа заканчивается регистрация, с 19 числа уже начнется очное обучение, и хотелось бы, конечно, пожелать с пользой провести летнее время, быть здоровыми, любимыми и всегда на коне и успешными. Ну, возможно, как знать, для кого-то этот момент действительно станет поворотным в жизни, возможно, учитывая, что грант с такой нешуточной суммой дается на развитие. Я благодарю вас, что пришли к нам сегодня в студию. Приходите к нам еще, потом рассказывайте о других проектах, которые будут стартовать по времени их поступления. Ну и рады будем видеть вас в нашей студии. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.